Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 11 November melaporkan, militer Rusia total kehilangan 710.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.770 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 4 tank, 34 sistem artileri, 57 pesawat tanpa awak, 40 kendaraan tempur pengangkut personel dan 16 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.253 tank, 18.766 kendaraan tempur lapis baja, 28.802 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.314 sistem artileri, 1.245 sistem roket peluncur ganda, 996 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 18.676 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированием 105-й, 115-й, 116-й и 120-й бригад территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах Волчанска, Ольховатки и Александровки. Потери Вооруженных сил Украины составили до 95 военнослужащих, 2 автомобиля и 122-мм гаубица Д-3. Подразделения группировки «Запад» освободили населенный пункт Колесниковка. Нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 43-й, 60-й, 63-й, 92-й механизированных, 3-й штурмовой и 77-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Купянск, Кучеровка, Загрызово, Копанки, Островская, Ямполовка и Торская. Противник потерял до 530 военнослужащих, боевую машину пехоты, 6 автомобилей, 3 самоходные артиллерийские установки «Краб», самоходную артиллерийскую установку «Брейвхард», орудие Д-20, гаубицу Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Квертус» и 2 полевых склада с боеприпасами. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 53-й, 132-й, 151-й механизированных, 142-й пехотной, 68-й егерской бригады, 38-й бригады морской пехоты ВСУ и 12-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Димитрова, Удачного, Вознесенки, Новоалексеевки, Новодимитровки и Новоселидовки. Отразили 8 контратак штурмовых групп 93-й, 100-й, 117-й механизированных, 152-й егерской, 5-й штурмовой бригад, 35-й бригады морской пехоты, 49-го штурмового батальона ВСУ и бригады «Людь» Национальной полиции Украины. Противник потерял до 505 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины «Макс-Про», 2 бронированных автомобиля «Козак», 5 пикапов, 152-мм гаубицу МСТА-Б, 122-мм гаубицу Д-30 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы ЭНТПК-50. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 24-й, 28-й, 30-й механизированных, 10-й горно-штурмовой бригад, 35-й бригады морской пехоты, 124-й бригады территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Нацгвардии Украины. В районах Северска, Славянска, Звановки, Миньковки, Николаевки, Часова Яра, Предтечина, Константиновки и Курахова. Отразили 4 контратаки штурмовых групп 54-й механизированной, 46-й и 81-й аэромобильных бригад и 119-й бригады территориальной обороны ВСУ. Потери противника составили до 540 военнослужащих, боевая бронированная машина, 2 автомобиля, 105-мм гаубицы М119 и Л-119. Уничтожены 4 станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы АНТПК-48 и 2 полевых склада с боеприпасами. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цеху производства компонентов и месту проведения испытаний оперативно-тактических ракет «Самсан», цехам производства, местам хранения и подготовки к применению
ударных беспилотных летательных аппаратах, арсеналам, складам горючего, логистическому центру ВСУ, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 133 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы «Хаммер» и 39 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделениями группировки войск «Восток» заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированием 33-й механизированной, 58-й мотопехотной, 128-й горно-штурмовой бригад, 37-й бригады морской пехоты, 117-й, 127-й, 128-й бригад территориальной обороны ВСУ, 21-й и 23-й бригад Национальной гвардии Украины. В районах Сухих Ялов, Великой Новоселки, Зеленого поля, Равнополя и Темировки. Потери противника составили 145 военнослужащих, боевая бронированная машина и 3 автомобиля. Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение живой силе и технике 65-й, 110-й механизированных, 141-й пехотной бригад, 103-й, 126-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Новоданиловки, Ольговки, Львова, Никольского и Камышан. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих и 4 автомобиля. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.